Исянмы Дуслар. Это видео называется «Ойгай Кайту» или «Путь домой». Называется так, потому что мы, татары, разбросаны по всему миру, а наш дом захвачен врагами. Я хочу вам рассказать, что мы должны сделать, чтобы освободить нашу многострадальную землю. Освободить, чтобы вернуться домой. Я искренне верю, что возрождение нашей нации неизбежно. Поэтому наша партия и называется Янарыш Татар Халык Партиясы. Партия возрождения татарского народа. Народа, пережившего на протяжении столетий физическое истребление, насильственную русификацию, насильственное обращение в чужую веру, но не сломленного, не сохранившего язык, память, достоинство, свою веру, сохранившего свой непобедимый дух, несмотря ни на что. Сейчас татары, впрочем, как и всегда, но более извращенными методами русских властей, подвергаются так называемому ласковому геноциду. Это тогда, когда сами татары, живя в русском мире, не понимают всей трагедии происходящего. Это тогда, когда предавшие татарские власти, поставленные русскими властями, меняют нашу нацию, нашу идентичность на всякого рода побрякушки. Меняет нашу нацию на свое собственное обогащение и удержание власти. Русские власти проводят в Татарстане спецоперацию под названием «Ликвидация Татарстана и татар», принятую в начале 2000-х годов, когда с потрохами купили Шаймиева. Многие задаются таким вопросом: что мы сейчас сможем сделать? Разве есть возможность нам стать независимым государством? У меня лично нет ни капли сомнения, что мы не только освободим свою землю, но это еще и будет процветающим, богатым, справедливым государством. Мы все, кто живет и находится в свободных странах, где можно говорить, где можно что-то делать, должны объединиться в один сильный татарский железный кулак. Нам необходимо создать сильное национальное освободительное движение, куда бы могли войти разные татарские организации, например, как наша партия Янарыш и другие, но только национально ориентированные татарские организации. Объединиться мы должны на нашей нации, на нашей идентичности, где паролем к объединению должно быть слово «татар». Слово «татар» должно быть для нас не просто слово. Это должно стать клятвой для нас. Это должно стать знаменем нашей победы. Нас разъединяли веками, нас заставляли забыть, кто мы есть. Нам внушали стыд за наш язык, за нашу историю, за наше имя. Но пришло время вернуть себе голос, вернуть себе свое достоинство, вернуть себе право быть самими собой, быть татарами. Каждый татар – это живая искра нашего будущего. Каждая татарка – это мать нации, воспитательница наших татарских героев. И каждый должен сказать: «Минь татар, Татарстан ирекле булыргетееш, безнен халык курку белен тугель, гурурлык белен яшаргетееш». И, конечно, мы должны работать с татарами, которые находятся и живут внутри Татарстана, а также в местах компактного проживания татар. А это огромная татарская территория. Мы должны вернуть татар из густого тумана русской пропаганды. Мы должны открыть татарам глаза, живущим в плену. Мы должны отзеркалить отношение русских к татарам. А какое это отношение? Это неприязнь, это брезгливость, это скрытая ненависть, это чувство превосходства русских над татарами, да и не только над татарами. За каждым татаром стоят десяток русских, готовых в любую минуту оскорбить, изнасиловать, уничтожить, унизить. Пока мы сами татары играем с русскими в игры под названием «мы же братья» и в толерантность. Мы должны напоминать детям с самого маленького возраста о нашей истории, рассказывать им правду, рассказывать о том, кто является нашими врагами. Рассказывать, потому что мы живем не своей жизнью, мы живем чужой, с чужими законами и традициями. Если посмотреть, то у нас постоянно идут споры в соцсетях и на других площадках. То мы, получается, кипчаки, то мы монголы, то болгары, то татары, то еще кто-то. И то, что мы не знаем свою историю, конечно, это не наша вина. Русские пропустили нашу историю через мясорубку, исказив все события, дав нам при этом ложные, запутанные пути нашей с вами истории. В будущем нам понадобится не одно десятилетие для того, чтобы восстановить свою настоящую историю. Приведу небольшой пример. Все знают Фариду Курбангалееву и Лили Гильдееву.
Фарида берет интервью у Лилии Гильдеева, по-моему, в 24 году. Это две известные на весь татарский русскоязычный мир татарки. Их знает примерно, наверное, более 200 миллионов человек. И вот они разговаривают о войне в Украине, о своей жизни, о политической ситуации, о своих переживаниях из-за этого, о том, что, где и как устроился, о том, как Лилия пошла и положила цветы Навальному, рассказывает Лилия. Они говорят обо всем, но они ни слова не говорят о татарах, о татарском мире, о Татарстане и в какой жопе мы сейчас находимся. И они татарки. Они даже не поздоровались на татарском языке. Я, например, не представляю, к примеру, французов, которые бы говорили то же самое, что и Фарида с Лилией, но не говорили бы о французах, Франции и их месте в мире. И, конечно, я никаких претензий или нареканий в сторону Фариды и Лилии не говорю и не имею. Я их очень люблю и уважаю, потому что они татарки. Но это говорит нам, что где мы находимся. Мы забыли, что мы татары. Нам всем необходимо засыпать и просыпаться с одной мыслью. С мыслью о нашей победе, о нашей свободе. У каждого татара, вне зависимости от статуса и известности, внутри есть стальной стержень, который русские забивали далеко в подсознание на протяжении столетий. Но самое главное, это то, что он у нас есть. Наша задача вытащить этот стержень и вернуть каждого татара к себе, к татарскости, к своей нации. Показать татарам, смотрите, мы потомки тех, при упоминании которых в былые времена некоторые цари обделывались легким испугом, а другие сдавали города и страны. Нам необходимо бороться за каждого татара. Чтобы вести борьбу, придумывать ничего не надо. Уже все есть. Мы должны пользоваться оружием, которое есть у наших врагов. Я сейчас не говорю о пистолетах, автоматах, что для татар является фантастикой. Я говорю о более изощренном оружии, которым пользуются русские власти. И это оружие называется пропаганда. Мы должны взять это оружие, повернуть его против русской власти и пропагандировать татарский мир в татарский мир. Создавать патриотические фильмы, видеоклипы, сочинять анекдоты, рассказы, уничтожающие в них русский мир и превознося все, что касается татар. Героизируя татар в рассказах, фильмах и анекдотах. Так работает русская пропаганда. Вспомните русские анекдоты про чукчи и другие нации. Это на самом деле унижение нерусских национальностей, как бы через смех, через шутку. Нам также необходимо разрушить разные мифы о русском величии. Мифы о неком русском духе, которого просто не существует. Русская пропаганда взяла свою вонь и переименовала ее в русский дух. Вот и все. Мы должны зарубить себе на носу, что никакого превосходства русские перед кем бы то ни было, а тем более перед татарами, не имеют. Также нам необходимо создать наше первое татарское независимое информационно-политическое телевидение и радио на татарском и русских языках, наподобие «Голоса Америки». Но сможем мы это все сделать только если у нас будет сильно организованное татарское национальное движение. Что такое сильное национальное движение? Это сила, которая сможет влиять на политику внутри Татарстана. Это сила, которая сможет конкурировать с русскими властями в Татарстане. Защищать татар от русского произвола и беспредела. Это мини-татарское государство со своими коммерческими и благотворительными проектами, со своим огромным бюджетом. Это сила, которая сможет выводить на улицы Татарстана сотни тысяч татар, наших сторонников. Ну а как же международные организации? Нужно ли нам с ними сотрудничать? Да, нужно. Но тратить на это нужно 1-2% времени, нашего времени. Второй вопрос, и более важный, это нужно ли нам сотрудничать с так называемыми русскими либералами оппозиции, которые находятся за границей, и как к ним нам относиться. К врагам нужно относиться с уважением. Более того, мы не только должны с ними как-то сотрудничать, но и сделать все, чтобы вот эти вот Гудковы, Яшины, Навальные, Пономаревы, Ходорковские и остальные так называемые оппозиционеры-либералы пришли к власти в России. Когда они придут к власти в России, они под давлением Запада или без, но они объявят и начнут в этой стране перемены, начнут реформы. А когда русские начинают перемены и реформы, то их страна рассыпается. Это нам и нужно. Потому что их рукожопость не позволяет им сделать ничего хорошего. Они даже плохое не могут сделать хорошо.
Давайте заглянем в будущее через прошлое истории. Русская империя в начале 20 века, Столыпинские реформы, война, разруха и хаос. Империя рассыпалась. Советский Союз в конце 20 века, война в Афганистане, экономический хаос, Горбачевские реформы, перемены и финал, распад Советского Союза. Теперь очередь России, которая так же, как и две предыдущие кровожадные империи, состоит из оккупированных и рабских народов. Это недогосударство, слава Богу, ждет такой же конец. Кстати, эти чекистские власти, которые находятся сейчас в Москве, тоже вынуждены будут начать перемены и реформы, потому что они свою страну в очередной раз привели в тупик. Но дело в том, что эти власти будут делать перемены через 1937 год, через репрессии, закручивая гайки. А когда сорвет резьбу, тогда точно прольется кровь. Поэтому нам желательно, и мы должны приложить все силы, чтобы к власти пришла заграничная шушера. И когда придут к власти русские либералы из-за границы, они будут вынуждены ослабить тиски. Не потому, что они хорошие, они такие же имперцы, как действующая власть, а потому, что они это сделать будут вынуждены. Тогда в России начнется хаос, пустые полки магазинов. В воздухе опять начнется витать запах свободы, как перед распадом совка. И мы даже не должны этого ждать. Мы должны создать и приблизить этот хаос. Задефицитить, например, 2-3 продукта, скажем, сахар и соль. И тогда через некоторое время пойдет цепная реакция. И вот тогда местные баи и ханы в национальных республиках начнут чуть-чуть поднимать голову и поворачивать ее в сторону Запада, как в начале 90-х под давлением народных масс. Тогда власти будут вынуждены вернуть общенародные выборы, статус президентства и сделать другие послабления. И вот к этому моменту наша партия или национальное движение должны иметь сотни тысяч наших сторонников в Татарстане. Поэтому сейчас так важно работать с татарами внутри Татарстана. Тогда мы сможем прийти к власти без крови и насилия, потому что нас не смогут не допустить до выборов, которые объявят, например, в Татарстане. Потому что баи и ханы должны будут легитимизировать свою власть не только перед Западом, но и перед народом. На Москву никто уже обращать внимания не будет, потому что все национальные республики объявят о своей независимости. А если нас не допустят, то как раз тогда мы и должны будем вывести сотни тысяч татар на улицы Татарстана. И очень важно, чтобы на смену существующей сейчас русской власти в Татарстане пришли здоровые демократические силы. Например, как наша партия или любые другие демократические силы. Неважно. Самое главное, чтобы эти силы были демократического толка, чтобы они смогли поднять татар, нашу нацию, на другой уровень в мировой политической системе, а наше государство сделали сильными во всех смыслах. Чтобы когда мы приезжали за границу, мы гордо говорили, отвечали на вопрос «Откуда ты?», отвечали, что я с Татарстана.